повысить мужскую силу народными методами? 15 лучших рецептов. В этом видео 15 проверенных рецептов фитотерапевтических смесей, настоек, отваров из народной медицины, полезные лечебные травы для мужчин и специальные чаи. Также мы расскажем, какие нужно употреблять продукты каждому мужчине, чтобы сохранить на долгие годы не только мужскую силу, но и мочеполовую систему в целом. Это видео будет полезным как мужчинам, так и женщинам. Рецепты полезных смесей, настоек, отваров. Первое. Смесь из инжира, изюма и орехов. Смесь, состоящую из 100 граммов сухого инжира, 100 граммов изюма и 12 ядер грецких орехов принимать один раз в день, по 2 столовые ложки во второй половине дня, запивая кефиром. Все ингредиенты нужно предварительно измельчить в кофемолке. Второе. Репу сварить с молоком, добавить морковный сок и мед. Принимать по трети стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Потребуется 1 репа, пол-литра молока, 1 стакан морковного сока, 1 столовая ложка меда. Третье. Семена тыквы с медом. Сырые семена нужно измельчить, смешать с медом в одинаковых пропорциях и принимать по 2 чайных ложки 4-5 раз в день. Четвертое. Настойка из имбиря, солодки и корицы. Смешайте в равных количествах корень имбиря, корень солодки и корицы. 2 чайные ложки смеси залейте 1 стаканом кипятка, на медленном огне доведите до кипения и выключите. Накройте, дайте настояться в течение часа, принимайте по половине столовой ложки 2 раза в день за 30 минут до еды. Пятое. Изюм с молоком. 200 граммов изюма, лучше черного, залить половину литра молока, довести до кипения и выключить. Затем в течение дня в 2-3 приема съесть весь изюм и выпить молоко. Шестое. Морковь и сельдерей. Растереть 1 среднюю морковь и 2 стебля сельдерея до кашицеобразного состояния. Полученную смесь съесть в 3 приема. Средство противовоспалительное и тонизирующее. Седьмое. Имбирь. 1 свежий корень измельчают и заваривают стаканом кипятка. Употребляют как чай 3-5 раз в день. 1 порцию измельченного корня можно заварить 2-3 раза, потом делать новую. Восьмое. Грецкие орехи. Помогают увеличить концентрацию тестостерона в крови, купируют воспалительные процессы в области малого таза. Принимать орехи можно просто очистив от скорлупы или приготовив отвар. Для приготовления отвара взять половину килограмма орехов без скорлупы, залить 2 литрами холодной воды, кипятить на протяжении 10 минут. Затем фитосредство процедить, дать остыть, принимать по 3 чайных ложки в день натощак. Девятое. Настойка чеснока. Лечебное действие. Прочищает мелкие кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. Будет полезно тем мужчинам, у которых ослабление мужской силы связано с плохим кровообращением органа. Рецепт прост. Возьмите литровую банку, поместите в нее мелко нарезанный чеснок и залейте до верха кипяченой воды. Настаивать в течение месяца, взбалтывая банку каждый день. Принимать по 1 чайной ложке каждый день, пока банка не опустеет. Полезные лечебные травы для мужчин. Первое. Кора катуаба. Повышает либидо, эффективно при импотенции, действует как сосудорасширяющее. Кора продается в сухом виде в интернет-магазинах. В лечебно-профилактических целях кору катуабы используют в виде чая, заваривая его обычным способом с водой, с молоком или с добавлением фруктов. Для лечения применяется отвар из коры катуабы. 4 чайные ложки коры залить 1 ложкой холодной воды, закипятить и оставить кипеть 5-7 минут на маленьком огне, после чего снять и настоять 15 минут. Выпить настойку необходимо в течение дня, по 1 стакану 3 раза в день после приема пищи и 1 стакан непосредственно перед близостью или на ночь. Второе. Трава чабрец. Содержит природный стимулятор выработки половых клеток и выброса мужского гормона. В лечебных целях чабрец используют для лечения простатита,
импотенции, аденомы предстательной железы. Трава продается в сухом виде во многих аптеках. Для приготовления настоя необходимо взять 1 столовую ложку измельченного сушеного растения и заварить в стакане крутого кипятка. Курс лечения. Принимать внутрь по полстакана после еды 2 раза в день. Длительность применения от 3 до 6 месяцев. Третье. Лимонник. Отличный активатор мужской функции. 4 столовых ложки сушеных семян заливают 1 литром кипятка и настаивают 3 часа. Пить по полстакана 3 раза в день в течение 10-14 дней. Четвертое. Эликсир страсти. Смешать по 50 мл настойки оралии менчужской, настойки женьшеня, экстракта радиолы розовой и элеутерокока колючего. Принимать по 30 капель 3 раза в день после еды. Полезные чаи для мужчин. Первое. Иван-чай. Благодаря наличию множества полезных веществ стимулирует работу эндокринной системы, в том числе повышает выработку тестостерона. Его добавляют в чаи и травяные отвары. Второе. Корень аира. Стимулирует выработку семенной жидкости и при длительном употреблении улучшает мужскую силу. Высушенные корешки можно просто разжевывать во рту. Также его добавляют в чаи и травяные отвары. Третье. Ягоды боярышника. Повышают либидо, улучшают мужскую силу. Взять 1 столовую ложку плодов, залить 1,5 литра кипятка, прокипятить 30 минут на маленьком огне. Принимать ежедневно по 50 мл натощак. Закончив отвар, следует сделать перерыв минимум в 1 неделю во избежание снижения давления. Правильное питание для мужчин. Действительно ли продукты так важны? Смотрите сами. Например, жирные кислоты омега-3 способствуют улучшению кровотока, что очень важно для наполнения пещеристых тел органа. Витамин В1 улучшает прохождение нервных сигналов от мозга к различным частям тела. Вообще витамины группы В эффективно балансируют уровни гормонов. Короче, нет времени перечислять все витамины и минералы. Лучше запомните важные для мужского здоровья продукты. Отдавайте предпочтение следующим продуктам. Первое. Морская рыба, сельдь, скумбрия, сардины. Содержат фосфор, необходимый для выработки качественной семенной жидкости, а цинк защищает простату от воспалений. Второе. Мясо индейки. Съедать не только филе, но особенно бедра, в которых много цинка. Третье. Куриные яйца. Не менее 2 в день на завтрак. Содержат витамин В и жиры для поддержания половой функции. Четвертое. Пшеничные отруби. Добавлять в пищу по 1 столовой ложке 3 раза в день. Пятое. Зелень, овощи, фрукты. Зелень и овощи содержат большое количество калия. Необходимо заправлять салаты растительным оливковым маслом первого отжима. Шестое. Грецкий орех. Съедать 4-6 ядрышек в сутки. Седьмое. Миндаль, фундук, фисташки являются прекрасным источником аргинина, улучшающего половую функцию. Каждого орешка по 3 штуки в день. Восьмое. Семечки. Сырые ядра подсолнечника и тыквы содержат много нуклеиновых кислот, цинка и селена. Принимать по 1-2 столовых ложки в день. Девятое. Продукты пчеловодства. Для мужской репродуктивной системы полезны все. Десятое. Кисломолочка, творог, кефир и другие. Содержит витамины В1, В3, В6, а также фолиевую кислоту, бета-каротин и селен. Чтобы сохранять в организме оптимальный баланс кальция и магния, достаточно 1-2 стаканов кефира, простокваши, йогурта или 100-150 грамм творога. Если у вас будут вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и мы ответим. Если видео было полезным, вы можете поделиться им с друзьями и поставить лайк. Чтобы не пропустить новых видео, рекомендуем подписаться на наш канал и включить колокольчик оповещений.